Один из мусульман, из верующих людей, такую интересную историю рассказал, от его лица как бы рассказываю. У меня, говорит, несколько лет были трудности в жизни. Вот каждая дверь, которую я пытался открыть, она закрывалась. И вот уже, говорит, последний раз, когда уже я еще раз шаг сделал, дверь опять закрылась. Опять трудности. Причем это не 1-2 дня, не неделя, не месяц, а несколько лет. И в этот момент, говорит, я решил все бросить и полететь на весь Рамадан месяц в Мекку, на Умру. Малое паломничество. И хвала Аллаху, говорит, эта дверь не была закрытой. Обратите внимание, на самом деле эта дверь тоже может закрыться. Это кажется, что мы хотим, полетели, хотим, не полетели. Нет. На самом деле все в руках Аллаха, и Аллах, субхану ва тааля, либо допускает тебя, либо не допускает. И много разных причин, по которым человек просто может не полететь. Или полетит, но не выдержит. Не будет целый месяц, а будет там 10 дней, захочет обратно пролететь и так далее. Поэтому это милость Аллаха, субхану ва тааля. И вот, говорит, пока я летел, мы уже прилетели в транзитную зону, прозвучал азан на магриб намаз. И после намаза, говорит, когда сидел, было ощущение печали, тревоги, и в то же время радости и надежды, что вот я лечу в Мекку, иншаллах, и буду Аллаха, субхану ва тааля, просить то, что мне нужно, решить мои проблемы. И в этот момент, говорит, один тоже паломник, видать, с другой группы, который летел на Умру, марокканец, может быть, прочувствовал, может быть, Аллах, субхану ва тааля, вложил в его сердце. Он, говорит, нежно, тихонько опустил свою руку на мое плечо, затем приобнял, взял руку мою, постучал по ней. И вот с этого момента, говорит, у меня появился внутри покой. Возможно, этот марокканец не знал, говорит, что я знаю арабский язык. Но слов не нужно было. В его вот этих движениях, вот в том, что он сделал, было ощущение, как будто он сказал: брат, не переживай. Все пройдет. Лети туда и проси у Аллаха то, что тебе нужно. И Аллах, субхану ва тааля, примет твои молитвы, иншааллах. Дело в том, что вот этот пример, о котором он рассказал, это то, чему нас учит Аллах, субхану ва тааля, в Коране, а затем его пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Это поддержка друг друга. Ее на самом деле так в нашем джамаате не хватает. Но это путь, которым учит нас ислам, и путь, которым учит пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И в этот момент, говорит, на сегодняшний день, когда он рассказывает, я вспомнил, что лет 10 назад я точно так же увидел взгрустнувшего брата, обнял его, и он поблагодарил меня, говорит, от души вот за этот жест. Еще раз скажу, вот этого у нас в общине не хватает. Возможно, потому что у нас цели в жизни какие-то непонятные. Однажды мне говорят: вот же мусульмане объединяются вокруг бизнеса, вокруг денег. Так деньги — это то, что нас ссорит. Нас ничего не объединит, кроме одной единой цели – поднять религию Аллаха, Его Слово, Его каноны в нашей жизни, помочь друг другу. Потому что Аллах, субхану ва тааля, послал нас на эту землю, и мы здесь не на соревнованиях по собачьим боям, где мы должны перегрызть друг друга, чтобы достичь победы. Не здесь, не для этого мы здесь, не поэтому мы здесь. Мы совершенно по другим причинам здесь.
И Аллах Субхану Тааля говорит: «Ватаавану аля аль-бирри ват таква». И помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности. «Валя таавану аля аль-ithmi валь удван». И не помогайте в грехе и во вражде. Не помогайте. Ведь когда мы с вами чуточку даем друг другу поддержку, мы уже помогаем друг другу в благочестии. Это не только между братьями, между сестрами, это даже по отношению мужа к жене, жены к мужу. Когда мы с вами проявляем нрав, которым учит нас Аллах Субхану ва Тааля, а затем пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, мы поддерживаем и укрепляем друг друга своими примерами. Но если мы грешим, мы наоборот отталкиваем, мы наоборот ослабляем друг друга. Потому что, как ни крути, эмоции присутствуют у каждого. Поэтому, если тебе брат задолжал денег, и ты знаешь, что он не может тебе вернуть, но, извините, не долби его целыми днями ты. Закидывая хадисами, аятами, ты же видишь, что он тебе вернуть не может. Разве это по сунне? Разве это учит Аллах Субхану ва Тааля? Когда тебе задолжал брат, ты обязан ему все время напоминать. Да он без себя знает, что он должен тебе. Он так себя мучает каждый день, что он тебе должен, что он не может тебе вернуть, а ты еще его добиваешь. Зачем? Разве это учит Аллах, а затем пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям? Нет. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям наоборот говорит, что если ты дал в долг, то тебе каждый день записывается, как будто садака даешь такую сумму. Но если пришло время отдать, и ты дал отсрочку, то каждый день с этого времени тебе начисляется двойная награда, как будто ты двойную сумму, как садака дал. То есть ты должен проявить терпение. Если брат тебя не послушал, сделал по-своему, не надо его упрекать после того, как он ошибся. Зачем? Дай ему поддержку. Вспомни Умар аль-Хаттаба. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям однажды принял решение, оно было ошибочным, и Умар сказал другое решение. Вы помните это? Причем было не раз. И Аллах Субхану ва Тааля не спаслал аят в поддержку Умара аль-Хаттаба. Что сделал Умар аль-Хаттаб? Пришел и сказал пророку: я же был прав. Нет. Он сел с пророком и начал с ним грустить. Мы не смотрим назад. Мы не упрекаем. Мы смотрим вперед. Двигаемся вместе, помогаем друг другу решить вопросы, насколько мы можем. Не можешь финансово, не можешь советом. Просто подойди, обними, если ты видишь, что ему грустно и плохо. Скажи: брат, все будет хорошо, иншаллах. Пророку было насколько плохо, но тоже ведь все наладилось. 13 лет. Мы этих трудностей с вами не видели. Как и видел пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, его сподвижники. Радаллаху анхум. Но прошло же время, все наладилось, все стало хорошо. И это милость Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому мы должны друг другу делать поддержку, и в этом будет нам награда. Насколько мы можем. Не можешь дать долг, не надо его грузить. Скажи: брат, не могу. Все, вопросов нету. Но я сделаю за тебя дуа. Это тоже хорошо. Мы должны таким образом укреплять друг друга. Потому что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям в Сахих аль-Бухари говорит: «Аль-му'мин ли-му'мин каль-буньян, яшудду ба'духу ба'да». Верующие для верующих, как здание, укрепляет друг друга. Строение, которое укрепляет друг друга. Не ослабляет, а укрепляет друг друга. Поэтому мы должны укреплять друг друга в вере, в имане, помогать двигаться вперед, поддерживать. Не хочешь сказать благое слово, но промолчи, потому что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит: кто уверовал в Аллаха и в судный день, пусть либо говорит благое, либо молчит. Если ты не хотел сказать хорошее и промолчал, тебе записалась награда. Награда от наищедрейшего, не зарплата от начальника, не премия от начальника, а от Аллаха, который владеет всем миром, тебе написалась награда. Мы иногда не понимаем, с кем мы строим отношения. Мы не поймем до конца, но хотя бы на том уровне, котором мы можем, если мы хотя бы поймем, у нас колени сами будут сгибаться. Вот когда колени сами не сгибаются, значит мы на том уровне, который можем понять, мы недопонимаем. Вы только подумайте, владыка всех миров, и он знает про тебя конкретно, и про тебя, и про меня. Конкретно знает, не просто знает на уровне чувств лучше нас, а нас самих. Это наш Создатель, который тебя вознаградит. Поэтому не хочешь сказать благое, промолчи. Или обними. Сделай садака, прояви улыбку. И Аллах Субхану ва Тааля тебя вознаградит. Даже Юсуф алейхиссалям, которого ущемляли его братья, как им хотели сначала убить, потом продали, потом пошло.
когда он уже был во власти и увидел своих братьев, он же не сказал им: помните тогда, вот ты мне так сделал. Нет, он не напоминал. Он просто просил и пошел дальше. Потому что, напомню вам, вы, возможно, слышали, я это напоминал, я об этом говорил. «Инна Аллаха штара миналь му'минина анфусахум ва амвалахум бианна лахумуль джанна». Сура Тауба, 111 аят. Аллах, субхану ва тааля, выкупил у верующих их души и их имущество. Он выкупил наши души. Чем? Раем. Разве этого недостаточно? Разве этого недостаточно? Если тебе скажут, вот месяц у меня будешь работать, $1 000 000 тебе дам, ты будешь готов на все, чтобы отработать этот месяц достойно и получить деньги. Аллах, субхану ва тааля, обещает тебе намного больше. Слово «намного» даже не передает чуть-чуть того, что Аллах нам обещает. Но Он это обещает, и Он не обманет, потому что Он в этом не нуждается. И Он выкупил наши души тем, что нам обещан рай. Это всемилостивейший, который ни в ком и ни в чем не нуждается, который заботится еще раз о нас. Так, чтобы нам было хорошо. Поэтому, независимо от того, какая у нас ситуация с вами, мы с вами должны помнить, что Аллах, субхану ва тааля, заботится о нас. И Аллах, субхану ва тааля, в Коране, а затем пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, показали нам, что мы должны быть поддержкой друг другу. Поддержкой. И иногда одним взглядом только можно оттолкнуть человека от религии. Одним взглядом. Не то, что слово, а один взгляд. Поэтому, если наше намерение, да, я продал тебе, Аллах, свою душу, чтобы мне будет рай. Кстати, у кого-то может вызвать опасение, как это Аллаху продал. Наоборот, должен быть покой. Ты продал душу не человеку, не шайтану. Ты продал Аллаху, наисправедливейшему, который любит тебя больше, чем кто бы то ни было. Даже родители их любовь не достигают, даже рядом не стоит с любовью Аллаха к тебе. И вот это Аллах, субхану ва тааля, вознаградит тебя. Ты Ему отдал свою душу, поэтому должен быть спокойным. Альхамдулилля. Еще, альхамдулилля, что нам не оставил в руки. Если оставит нам, мы завтра же умрем. Поэтому иногда говорят: береги себя. Я говорю: нет, себя я уничтожил, лучше пускай Аллах бережет. Вот это самая правильная постановка. Потому что контроль и способность уберечь себя только в той мере, которая позволит нам Аллах, субхану ва тааля. А когда ты доверился полностью Аллаху, все, вопросов нету. Нету вопросов. Аллах тебя убережет даже лучше, чем кто бы то ни было. Поэтому я напомню вам, что вот здесь сидящие все, здесь братья, там сестры, впереди, сзади, справа, слева от вас сидят люди, в том числе и вы сами, которые, статус которых пред Аллахом, одна ваша капля крови выше, нежели вся Кааба. Это приходит из хадиса пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Это обозначает статус Аллаха, субхану ва тааля. Не для высокомерия, но для того, чтобы понимали, на каком уровне у нас ответственность. Такой статус обозначает Аллах, субхану ва тааля. Настолько великий статус. И поэтому я призываю вас именно сейчас, не завтра, не после, именно сейчас. Сейчас не сам джума, так что можно, иншаллах. Вложите в себя чувства, слова: брат, все будет хорошо с помощью Аллаха. И обнимите брата справа и брата слева. Прямо сейчас. Давайте. Обнимите ради Аллаха. Сделайте это. С мыслями и с чувствами. Сестры также сделайте. Что, брат, все будет хорошо с помощью Аллаха, субхану ва тааля. Вот оно единство. И оно должно быть ради Аллаха, субхану ва тааля. И поэтому в завершении момент скажу: сегодня джумаа. Сегодня есть час, исходя из хадиса пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, когда дуа будет принят. Сделайте сегодня дуа не за себя, а за брата, который находится справа, слева, спереди и сзади. Сделайте за них дуа наилучшим образом, ради Аллаха. У вас будет награда, у вас будет единство, и эти молитвы вернутся к вам. Потому что вы знаете, когда мы просим за своего брата или за свою сестру, рядом стоит ангел, который говорит: и тебе того же. Субханака Аллахумма бихамдик, ля иляха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Рахматуллахи. Сейчас уже, иншаллах, будет азан.